Если мы сравним эти количество жалоб 12 в этом полугодии и в прошлом, в первом квартале прошлого года, в принципе, они примерно одинаковые. Мы все знаем, что это отчетный период у нас, январь-февраль, и пока и план-график будет вывешен, и деньги будут, лимиты будут доведены и так далее, и так далее. Это время первого квартала раскачки, поэтому у нас еще есть время все подготовиться ко второму кварталу и более внимательно размещать свои закупки. Типовыми нарушениями в сфере госзаказа являются нарушение в части размещения информации в единой информационной системе. Заказчиками нарушаются сроки размещения извещений о проведении закупок, сроки размещения информации и документов, связанных с исполнением обязательств по контракту, сроки размещения разъяснений положений закупочной документации. Нарушение порядка выбора способа определения поставщика. Наиболее часто нарушаются требования закона о контрактной системе в части выбора способа определения поставщика при заключении контракта на основании статьи 93 закона о контрактной системе. Нарушение может выражаться в неправильном применении статьи 93, то есть заказчиком неправильно истолковано положение контрактной закона о контрактной системе в части его применения статьи 93 и заключив контракт с единственным поставщиком, в то время как следовало осуществить закупку конкурентным способом определения поставщика. Чтобы не допустить подобных нарушений, необходимо изучить правоприменительную практику в части применения положения статьи 93. Нарушение порядка выбора способа определения поставщика заказчиками допускается при превышении лимитов заключения контракта с единственным поставщиком на основании статьи 93 закона о контрактной системе. Очень часто при проведении проверок, особенно с прокуратурой, у нас выявляется превышение лимитов. Но кроме всего прочего, из того, что связано с пандемией, что хотелось бы сказать, мы еще сталкиваемся уже с начала этого года с фактами, когда больницы на основании пункта 9 статьи 93, то есть это ЧС, закупают расходники медицинские по этому пункту. Это, никак этого делать нельзя, потому что, да и другим органам власти, допустим, у того же ФСБ есть своя поликлиника, у МВД есть поликлиника, те же бахилы, те же респираторы, те же, штативы, капельницы, и так далее, и так далее. Это то, что медицинское учреждение в данном случае использует и так. Они из года в год и так должны это все закупать. Это все у них должно быть. К ним это специально для этого создано лечебно-профилактическое учреждение, для того, чтобы к ним приходили люди и лечили о них, в данном случае правоохранители, лечили их, если это больницы наши, то же самое. То есть это плановая закупка. Плановую закупку никак нельзя проводить по пункту 9 статьи 93. То есть говорит о том, что есть некая ЧС, и поэтому мы их закупаем таким образом. ЧС – это когда у вас план превышается, что-то происходит, то, чего там не должно быть в нормальной жизни. Но используя этот пункт, мы полностью по максимальной цене, с единственным, только нам, заказчикам, известным причинам, заключаем контракт с некой компанией, просто напрямую берем и заключаем. Тогда как наши ЛПУ в больших долгах сидят, у нас, по-моему, только 2 ЛПУ в республике, которые без долгов как-то закрыли в прошлый год, и все остальные с большой кредитом. Там сотни миллионов просто. Есть больницы, у которых почти 300 миллионов долг висит. И так далее. То есть в данном случае вообще это недопустимо заключение каких-то прямых контрактов, и все это списывать на ковид. То есть это тоже неправильно. И мы к этому так относимся, что это неправильно, и применяем соответствующие меры наказания при выявлении таких случаев. Следующее – это нарушение порядка отбора участников закупок. Это нарушение является одним из наиболее значимых ввиду того, что влияет на права и интересы участников закупки. Обращаю внимание, что за нарушение порядка отбора участников закупки Кодексом Российской Федерации административных правонарушений предусмотрено существенные штрафы на комиссии заказчика. При этом участники закупки могут обжаловать действия комиссии и восстановить свои законные права. В случае выявления нарушения порядка отбора участников закупки управление выдается обязательно для исполнения предписаний об отмене протоколов и пересмотре заявок участников. Нарушение порядка отбора участников закупки – это незаконный допуск, незаконное отклонение, напрямую истолковывается как коррупционное. Поэтому если где-то там мы что-то не установили в документации, это 3000 штраф, это не так страшно. Но если мы незаконно допустили кого-то, его незаконно отклонили, здесь уже кроется некий признак, что можно отталкиваться. Потому что это было не случайно и была заинтересованность в этом.
Кроме всего прочего, еще хотел вам сказать, что есть для государственных заказчиков, которые здесь присутствуют. Недавно состоялся суд, и уже есть такая практика, когда мы вместе с вами, заказчики, совершили некое действие, которое ущемило интересы участника торгов, и если он был вынужден написать жалобу, защищать свои интересы как в антимонопольном органе, так и в суде, и если он это выиграет, то все эти расходы он может предъявить заказчику. То есть теоретически в законе это всегда существовало, но на практике только вот появились решения суда, которые говорят о том, что если он понес такие убытки из-за действий, незаконных действий заказчиков, то заказчик в полной мере должен ему восстановить все понесенные убытки. Поэтому все эти убытки, как мы с вами понимаем, в основном, то есть сидит это государственный муниципальный случай, в порядке регресса орган власти имеет право все эти убытки выставить тому виновному своему сотруднику, из-за действий которых это все произошло. То есть если контрактный управляющий совершил некое действие, которое повлекло предъявление иска на 100, 200, 300 тысяч учреждение эту сумму выплачивает и подает встречный иск этому сотруднику в суд, и через суд уже взыскивает с этого сотрудника эту сумму, и эти деньги обратно переходят в бюджет. То есть в этом есть большая потенциальная угроза для нас с вами, в случае, если мы там что-то допускаем по незнанию, либо тем более преднамеренно. Поэтому очень внимательно нужно относиться к закупочной документации и своевременно отслеживать все изменения, которые существуют в этом законе. Но единственное, что хотел бы сказать, ФАС России, недавно руководитель говорил об этом, нацелена на максимальное упрощение этого закона 44-го. И, скорее всего, если этот пакет изменений, который несем в том числе и Минфином России, будет принят, то нам с вами будет значительно проще работать. Все жалобы будут в электронном виде, все уведомления будут в электронном виде, никто никому ничего пересылать не будет, никого уведомлять не надо будет и так далее, и так далее. То есть очень все просто будет, никаких там бумаг и так далее, все будет там в кабинете. Документация также, то есть виды закупок тоже должны упроститься, всего 3 закупки будут потом. Сроки также должны сократиться, и должна произойти автоматизация. Если участник, то есть жалобу не сможет написать тот участник, который не может подать заявку. Допустим, если там строительная какая-то закупка в сфере строительства, а участник, который там с улицы поставлял молоко, допустим, хочет написать жалобу там, по каким-то своим личным интересам, может он профессиональный заявитель, жалобщик, он не сможет это сделать, потому что его автоматически сайт заблокирует из-за того, что, во-первых, у него нет там СРО, там не числится, потому что у него еще нет опыта и так далее. Поэтому он не сможет писать пустые жалобы. И профессиональные жалобщики, они должны у нас с вами сократиться. Также есть ориентация контрольно-надзорных органов в этой части, что если допущенное нарушение не влияет на порядок отбора, то за это предписание, скорее всего, не будет в дальнейшем выдаваться. То есть, да, есть какое-то нарушение, но его можно устранить, допустим, в ходе заключения контракта. Честно говоря, наше управление уже где-то года 2, по-моему, назад ведет такую практику, когда мы, если нет существенных нарушений, выдаем предписание, говорим в ходе заключения контракта внести изменения и так далее. То есть максимально нацелено на то, чтобы не продлевать, не срывать сроки закупок. Следующее нарушение – это нарушение порядка заключения контракта или неправомерное изменение условий, а также заключение контракта с нарушением обязательных условий закупок. При заключении контракта заказчиком допускается нарушение порядка заключения контракта, при этом случае бывают разные, как нарушение сроков, так и отказ заказчика или участника заключать госмуниципальный контракт. В прошлом году у нас был случай, заказчик просто отказался заключать контракт с победителем торгов. Он просто говорит, я не буду с вами заключать контракт, мне не нравится по каким-то причинам. Но последовала жалоба, заказчик был оштрафован на 50 тысяч рублей, и плюс еще выдано предписание, чтобы он все-таки заключил этот контракт. Если у него есть основания не заключать, соответственно, законодательство, чтобы он ему эти основания прописал, если нет, чтобы заключил. Он, получается, заказчик в данном случае еще и штраф понес, и еще и заключил этот контракт. Кроме всего прочего, недавно с одним из руководителей разговаривал, руководитель заказчика разговаривал, они говорят, мы им говорим, вы незаконно не выставили пеню штрафы победителю торгов. Они говорят, а мы, продлили все равно, до соглашения заключили и продлили сроки исполнения контракта, поэтому там нарушений нет.
То есть в данном случае нельзя было продлевать ни в коем случае. Они взяли еще и продлили, еще на одно нарушение пошли. То есть продление сроков, там в зависимости от того, как именно это произошло, там тоже штрафные санкции от 30 до 50 тысяч рублей. Продлевать, если это не предусмотрено законом, исполнение контракта, никак нельзя, потому что это истолковывается как преференция. С одним заключили, ему не продлят, там срок исполнения 2-3 дня поставили, а с другим заключили, ему продлят. Допустим, у нас там строительство школы было в течение 2 недель. Как можно построить огромную школу за 2 недели? Естественно, там одни зайдут, скажут, я там никого не знаю, это задачка, за 2 недели школу не построю. А другой, который более аффилирован с ним, он зайдет и знает, что заказчик все равно с ним доп. Соглашение заключить еще на полгода либо год, и он потом все это завершит. И в данном случае получается, что один субъект поставлен в неравное положение с другими. Но это тоже как коррупционное, здесь тоже могут быть признаки не только административного состава, но и уголовного. Отдельное внимание стоит уделить инструкции по заполнению заявок, размещенных в составе закупочной документации, которая может ввести участие в торгу в заблуждение и отклонение их заявок от участия в торгах. Такие действия часто пресекаются комиссией управления в ходе рассмотрения жалоб. Часто при проведении совместных проверок с правоохранительными органами управления выявляют случаи нарушения объявленных условий контракта. Поэтому важно отметить, что контракт заключается исключительно ранее объявленных документаций условий проведения закупки. В дополнение к вышесказанному необходимо еще отметить, что у нас, как и в предыдущие годы, крайне мало. Просто очень часто на совещаниях в правительстве, либо отдельно, когда проводятся коллегии в Министерстве ведомств, мы слышим, что мы тот или иной объект не сделали от заказчика, потому что недобросовестно, вовремя не приступил, вовремя не поставил лекарства, вовремя не начал строительство, и так далее, и так далее. Но если у нас так много недобросовестных поставщиков, то почему у нас сразу вопрос складывается, отсутствует вообще обращение для включения таких поставщиков в реестр недобросовестных поставщиков, как называется РНП? Их просто нет. Соответственно, значит, нету этих недобросовестных участников. Либо они уже на последней стадии входят в сговор с заказчиками и договариваются между собой по взаимному согласию этот контракт расторгнуть, еще как-то его расторгнуть. Это неприемлемо. Допустим, также в прошлом году случай у нас было снижение цены контракта на 37%, по взаимному согласию расторгли контракт, заново объявили аукцион, и уже на 100% закупка была, контракт был заключен на 100% суммы. То есть они на снижение уже узнали друг друга, участники торгов, когда снижение произошло, потом, видимо, договорились, что никто снижать больше не будет, никто из них будет победителем. После этого снова переобъявили аукцион и по максимальной цене. В данном случае заказчику придется объясняться, почему он по взаимному согласию расторг, когда экономия для бюджета была такой существенной, и почему потом пошел на заключение нового контракта по максимальной цене. То есть это тоже недопустимо, поэтому тоже призываю обратить на это внимание. Еще хотел бы обратить внимание, что уже около 3 лет направление недобросовестного участника не является правом заказчика. Это является обязанностью заказчика. Если вы его не направляете к нам, это также штраф от 30 до 50 тысяч рублей на контрактного управляющего, скорее всего, если на него эти обязательства возложены. Поэтому, если не поставил, если не сделал, обязательно направляйте к нам. Если у вас, просто недавно слышал, было такое, что мы не направили к вам информацию, потому что мы сами опоздали буквально на сутки, и если мы вам направили бы информацию, вы нас оштрафовали. Да, нарушение срока направления к нам информации о включении в РНП недобросовестных участников. Здесь есть состав административного правонарушения, но если сутки, двое суток, то и в зависимости от, конечно, ситуации, это может быть обстоятельства малозначительности. Поэтому мы максимально постараемся вас понять, почему это было сделано, почему произошла задержка, Поэтому не бойтесь, необходимо направлять его, просто направлять, иначе будет штраф еще больше. И плюс еще подозрение, если какое-то соглашение между вами и участником торгов в том, что вы не направили. Еще одним важным аспектом является, что мы крайне мало, я имею в виду заказчиков в республике, как республиканских, муниципальных, так и федеральных территориальных органов, крайне мало выставляем пеню, штрафы недобросовестным участникам. Это также недопустимо. Мы если произошла просрочка, либо другие условия, за которых применяются штрафные санкции,
либо пеня выставляется, то это, опять же, не наше право, это наша обязанность выставлять ее. Мы не можем этого не делать, иначе также может быть каждым из участников вопросы со стороны прокуратуры либо иных правоохранительных органов, почему так произошло, в том числе может быть истолковано как ущерб государству, причиненного действию незаконных действий, да, участие самых контрактных управляющих, халатности и так далее, и так далее. Поэтому призываю к этому смотреть более внимательно. Есть у нас из лечебно-профилактического учреждения участников? Нет, да? Что-то огромный блок связан с этим. Единственное, что хотел бы сказать, что применение нацрежима, чтобы более внимательно к этому отнеслись, есть и изменения, Рамзан уже скажет, при применении нацрежима нарушение статьи 14 закона о контрактировании также истолковывается контрольно-надзорным органом как существенное. Следующий блок у нас контроль в сфере антимонопольного законодательства. За первый квартал этого года нами было рассмотрено 11 жалоб по статье 18.1 Закона о защите конкуренции при проведении закупок по 223 федеральному закону и торгов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами. По итогам рассмотрения тех жалоб, все жалобы были признаны обоснованными, либо частично обоснованными. Здесь вот пример можно привести. На сайте торгов был размещен конкурс по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами по 10 лотам. Один лот – это один многоквартирный дом. В управление поступили жалобы от юридического лица, уже осуществляющего управление данными домами, с просьбой аннулировать данные торги. Организатор торгов пояснил, что выставил на торги данные дома, так как истек срок действия договора с прежней управляющей компанией, поэтому выставил их. В управлении в рамках рассмотрения жалобы было установлено, что в случае, если договор управления истек и не было никаких претензий к данной управляющей компании в течение срока исполнения им договора, то этот договор на управление с ним продлевается в автоматическом порядке. То есть это не является каким-то правом муниципального образования выставлять либо не выставлять на торги, а является для муниципального образования обязанностью заключения пролонгации договора с этой управляющей компанией. Это является примером защиты бизнеса, добросовестного бизнеса со стороны законодателя. Если закон говорит, если исполнено добросовестно, то с тобой должны продлить и не надо проводить новые торги. Следующее, еще мы возбудили 3 дела по признакам картельного соглашения. Вот, 2 дела в отношении учреждений здравоохранения республики и 1 дело это 7 организаций, но они все находятся за пределами республики. Там соглашение было выявлено при проведении более 2000 аукционов. То есть это самое крупное дело по сбору будет в нашей стране. Более 2000 аукционов выявлено еще не было никогда. Ну, об этом еще чуть позже скажем. Дела в отношении учреждений здравоохранения мы их продолжаем. То есть признаки сбора в чем были? Просто рассказываю об этом для того, чтобы кто-то из заказчиков не знает, чтобы у себя такого не допускать. Под ковидом были заключены контракты с единственным поставщиком, тогда как можно было провести торги. Имейте в виду, почему можно было провести торги. Срок поставки там 140 дней. Торги можно провести, законтрактоваться за 53 дня, мы их подсчитали. То есть тут получается ограничение было. После того, как 140 дней прошло, это то оборудование было, которое нам необходимо для борьбы с ковидом. Но заказчик в данном случае решил, что больные республики подождут, ковид тоже как-то не угроза для них и так далее, и так далее. То есть это все нормально. Были выделены деньги из президентского фонда для борьбы с ковидом. После того, как истек еще 140 дней, они еще раз им дали преференцию, еще продлили там, на 60 дней, на 70 дней, там много поставок было. Всего там на около, по-моему, 200 миллионов рублей. Оборудование так и не поставлялось. Есть оборудование, по которому контракт заключен в мае прошлого года, до сих пор не поставлено. Вот. Это врачи, которые должны бороться, получается, с негативными последствиями пандемии, они наоборот способствуют распространению пандемии. Это аппараты ИВЛ не были поставлены, КТ-аппарат не был поставлен и так далее, и так далее. То есть те деньги, которые срочно нам дали деньги заключить контракт, неважно, невзирая там, на сумму, невзирая там, на поставщика,
по пункту 9 статьи 93, прямой контракт, они решили воспользоваться этим пунктом и дальше уже ничего не делать. Естественно, ни пеня не выставлена, ни штраф не выставлен, аппараты многие до сих пор не поставлены, в РНП его никто и не думает направить и так далее, и так далее. Но в принципе для них сейчас не поступит негативные последствия. Дело возбуждено, будет рассмотрено, принято решение, и материал будет передан в прокуратуру и в МВД уже для дальнейшего рассмотрения. И если они усмотрят там состав уголовного нарушения, то дела также будут возбуждены, рассмотрены. То есть нас возмущает в этом деле то, что мы в мае-июне прошлого года всем миром скидывались на респираторы. У нас меценаты покупали, благотворительные фонды покупали аппараты ИВЛ. А в это время заказчики сидели, у них на счету было 248 миллионов, насколько я помню, и не собирались их вообще тратить. То есть либо тратить так, как удобно будет их поставщику, максимально выгодные условия для них составить, и как ему будет удобно, и когда ему будет удобно, чтобы он поставил. То есть пандемия сошла, цены заключенные, то есть цены были максимальные по уровню того периода. Сейчас, я думаю, что и цен таких нет, но до сих пор кое-что еще не поставлено. Вот это вызывает большие вопросы. Далее о рекламе. Управлением было возбуждено за этот период 2 дела по признакам нарушения требований законодательства о рекламе. Это одно дело, одно такое примечательное. Мы в ходе мониторинга увидели в Инстаграме рекламу о том, что продается лирика, препарат запрещенный, ограниченный к обороту в нашей стране, без рецепта и так далее нельзя продавать. Но реклама была в свободном доступе. Кроме лирики еще предлагалось ряд других наркотических средств. Предлагалось еще указать там места, где закладки. А также там же в этой же рекламе написано, что они принимают всех на работу, всех закладчиков, которые к ним придут, и там большие суммы денег за это предлагалось. Мы взяли, оформили это как нарушение у себя, направили материал в Росздравнадзор, далее в Роскомнадзор, насколько нам известно, заблокирован, по крайней мере, должен был заблокировать этот номер. Мы по своей части узнали, кому принадлежит этот номер, возбудили дело в отношении этого общества, находится оно в Москве. На связи оно не вышло, но нарушение есть у них, и штраф будет для них от 300 до 700 тысяч рублей. При повторе еще больше и так далее. И дали предписание, чтобы больше данный препарат не рекламировали и перестали этого делать. Но с ними очень сложно бороться, потому что номеров очень много у нас. Любой номер – это предписание, блокировка, и все, на этом завершается. Это юрлицо, которое продает номера не от других операторов, а просто они покупают и кому-то перепродают эти номера. И вот они говорят, что мы продаем некую физлицу, обычно это физлицо бывает нелегал в нашей стране, который найти невозможно, либо он обратно, либо он даже понятия не имеет, что на него номер телефона оформлен. Кто-то узнал его данные паспортные и оформил на него этот самый номер. И дальше продолжается реклама. Я думаю, что, скорее всего, должно быть какой-то законодательный запрет таких действий. Но нам и после того, как было возбуждено, рассмотрено это дело, еще несколько раз в Инстаграме скидывали эту рекламу, что она есть, что она до сих пор существует, но уже с другими номерами, и также продолжается эта незаконная рассылка. И второе дело возбуждено, это было по СМС-спаму, как нам поступил СМС-спам, жалоба, навязчивая реклама никому не нравится, поэтому пишут обычно, что просят прекратить направление этой рекламы. В данном случае прекратили, но это опять же было не на территории Республики Ингушетия. У нас, по-моему, только одна жалоба за всю историю была на СМС-спам. Это связано в том числе, что к нам только зашли торговые центры федеральные и так далее, которые используют эту схему. Они дают карточку для скидок, карту лояльности. И там же при заполнении этой формы, там маленькая галочка стоит, о том, что это лицо имеет право передавать ваши персональные данные третьим лицам для рекламных рассылок. Вы не знаете, когда это быстро распит, особенно женщины,
Они быстро списываются, берут карту, используют ее, вот, а потом получают уже тонны спама у себя на телефон, и это возмущается. Обычно, когда у нас бывает жалоба, запрашивают, почему, и там нам дают такого рода анкету, вот он сам расписался, человек нам дал право, и, соответственно, здесь нарушений, естественно, уже не бывает. И практика по выявлению административных правонарушений. Нами за этот квартал на основании решения управления вынесено в комиссии по контролю в сфере закупок при рассмотрении жалоб на действия и бездействия заказчика уполномоченного органа республики в нарушении закона о контрактной системе, также законодательство нарушения монопольного законодательства, нарушение рекламе и материал, поступивший нам на прокуратуру республики нарушения, вынесено 81 постановление о назначении административных наказаний на общую сумму более 1,5 миллиона рублей. Наиболее частым нарушением является утверждение заказчика документации, не соответствующей нормам статьи 63 закона о контрактной системе, что предусматривает административную ответственность по части 4.2 статьи 730 КоАП. Также является частым нарушением непредставления информации. В нашей республике есть, не знаю, несерьезное такое отношение к запросу информации. Направляешь запрос, не дают. Возбуждаешь административное дело, всем, не знаю, органы власти появляются, мы готовы все отдать, естественно, отдадим, мы не знаем, что это настолько серьезно. Но при выполнении своих госфункций нам, естественно, нужна информация, естественно, мы запрашиваем. Если мы ее не получаем в срок, естественно, это последствия огромные административные штрафы. За прошлый год их было достаточно много наложено, особенно на автозаправочные станции, на владельцев автозаправочных станций. Они совсем не дисциплинированы и считают возможным запрос информации выкинуть. Но если им как кто-то штрафует, сразу появляется, сразу все приносят, сразу все делают. То есть доведение до этой ситуации не очень хорошо для самих органов власти, у которых либо субъектов, у которых эта информация запрашивается. Вот, на этом у меня, в принципе, все по нашему правоприменению за этот квартал. Если есть по моему докладу вопросы, отвечу. Если их нет, то Рамзан тогда, Рамзан, заместитель руководителя управления, он расскажет об изменениях в законодательстве в сфере госзаказа. Слава алейкум. Мы сегодня решили вам рассказать изменения, которые вступили в конце 2020 и начале 2021 года, потому что у нас такая интересная практика. В прошлом году мы выдали более 7 предписаний по одному и тому же нарушению заказчику. И он каждый раз исполнял наши предписания, но были внесены изменения, и он всегда забывал, когда размещал новую закупку, внести изменения в свой проект контракта. И получал каждый раз штраф. Поэтому хотели бы отметить, что это очень важно, когда заказчик изучает изменения, которые вступают в силу в начале года, в середине года, и всегда отслеживал. Там же легко отслеживает, например, есть консультант, гарант, и там всегда есть и проект, и даты, когда вступает изменения в силу. Первое, очень важное, мы считаем, что очень важное изменение. С 1 января 2021 года у комиссии по осуществлению закупок появилась новая обязанность при проверке участников. Это обязательно проверять пункт 7.1 статьи 31, когда с указанной даты комиссия обязана проверять, привлекался ли участник, юрлицо к ответственности по статье 19.28 КоАП в течение 2 лет до момента подачи заявки. Эту информацию обязан предоставить оператор площадки. Раньше оператор площадки не направлял такую информацию в связи с тем, что не было такой обязанности согласно закону. Сейчас обязательно оператор электронной площадки направляет заказчику при рассмотрении тарифических заявок информацию, привлекался ли юрлицо или участник по статье 9.28 по административной ответственности. И вы, как заказчики, устанавливаете, что в случае, если он привлекался по 31 статье, что он подлежит к исключению, и его нельзя допускать к закупке. И сейчас это обязанность для комиссии, и обязательно вы должны проверять, привлекался или нет. Если он привлекался, вы его отклоняете.
Второе. Очень интересные изменения касательно запроса котировок. Запрос котировок сейчас у нас, как вы все знаете, проводится до 500 тысяч. Есть изменения, что запрос котировок можно проводить до порогового значения начальной максимальной цены 3 миллиона рублей. Ограничения, которые были установлены в соответствии с законом, до 100 миллионов, 10% остались, но 100 миллионов уже не будет действовать. Это изменение вступит с 1 апреля 2021 года. И для заказчика очень удобно проводить закупку до 3 миллионов способом запроса котировок. Там новый срок 4 дня после публикации извещения. Вносить исправление извещения нельзя, отмена допускается за час до момента окончания получения заявок. Очень для заказчика очень интересные изменения, потому что всегда были такие жалобы у заказчика, что у них как бы они не успевают проводить аукцион, и сроки слишком большие, и сейчас законодатель решил внести изменения и как-то упростить для заказчика заключение таких контрактов до 3 миллионов. Также с 1 апреля изменения по 93 статье, также возможно заключение до 3 миллионов, есть порядок, есть законодатель внес часть 12 в 93 статью и расписал порядок заключения до 3 миллионов. Тоже обратите внимание, что данные изменения вступают в силу с 1 апреля 2021 года. Потом, для пожарной безопасности вступили, также есть приказ МЧС. С 23 января 2021 года нужно применять игровые контракты в сфере пожарной безопасности. Если размещать закупка в сфере пожарной безопасности, то обязательно необходимо применять контракты, типовой контракт, который установлен приказом. Также изменения с 1 июля, это еще через 4 месяца, вступают изменения планирования ряда закупок, нужно будет указывать больше сведений. Тоже обратите внимание, что мы как думаем, что до 1 июля еще далеко, но очень время быстро летит, и обратите внимание, что если после 1 июля вы не несете сведения, которые указаны в данной статье, то это будет нарушение. И с 1 июля 2021 изменится порядок внесения РМП. Тут так данные об участниках корпоративного юрлица, которые могут влиять на его деятельность, включают РМП, в том числе, если они сами вместе с аффилированным лицом владеют более 25% акций. Это у нас больная тема для хоссубъектов, когда директор имеет там 2-3 фирмы, его включают, и он дальше не может участвовать в закупках. Вот такие изменения у нас. Просто есть другие изменения, которые в основном для медучреждений, я думаю, здесь если нет медучреждений, то оглашать их тоже как-то смысла нет. Если у вас вопросы есть, мы ответим. Да. Коллеги, мы не хотели бы ради доклада сделать доклад или ради галочки его проводить. Мы хотели бы еще обратную связь. Действительно, если есть какие-то вопросы у вас, не надо стесняться их задавать. Мы поэтому, в принципе, собираемся здесь для того, чтобы их обсудить. Если мы с Рамзаном сможем ответить, то мы возьмем паузу и можем вам на этот вопрос позже ответить, либо направить письменно ответ на ваш запрос. Но если есть какие-то у вас вопросы, не только по докладу, но и по вашим рабочим моментам, если задавайте их максимально открыто. Если есть какие-то предложения, мы тоже готовы выслушать. Вот, главное, чтобы у нас нарушения снижались и более конструктивно все происходило. И особое внимание, кстати, хотел бы уделить нацпроектам. Нацпроекты, при их размещении будьте, пожалуйста, очень аккуратны. Допустим, мы в прошлом году проверили, из 100% проверенных закупок, 79% закупок у нас проходили с теми или иными нарушениями. Бывает затягивание такое. Допустим, в прошлом году было выявлено 4 нарушения. Была программа у нас, до 1 июля надо было законтрактоваться.
по линии Минстроя программа была. Муниципальное образование, многие решили объявить аукцион там только в конце мая. Естественно, впритык они могли контракт заключить. По всем пришли жалобы, по всем началось разбирательство, были выданы предписания, которые продлили срок только там проведения закупок на 7-10 дней. Но этого хватило для того, чтобы они пошли на нарушение, заключили прямые контракты. Но за прямые контракты, уже без проведения торгов, то, что они сделали, они опять понесли еще новое наказание. Но за что они говорят? Ну за что? Вот у нас программа 1 июля, нам нужно было законтрактоваться. Мы прекрасно понимаем. Но вы сами затянули, ну, имею в виду, мы им сказали, что они сами затянули срок контрактации и прямо впритык объявили эти контракты, то есть закупку это объявили. Естественно, произошло нарушение. Естественно, это потянуло еще до дополнительных нарушений, в которые они пошли. И по одной из этих закупок, насколько я знаю, есть возбужденное дело. По одной из этих закупок есть следственная проверка. Поэтому никак на это нельзя идти. И нацпроекты, особенно, в частности, да, к ним надо очень ответственно относиться. Если у нас, допустим, есть какой-то нацпроект со сроком начала исполнения в сентябре, то нам ничего не мешает сейчас разместить эту закупку. В контракте и документацию указать, что срок начала исполнения – 1 сентября. Никаких проблем в этом нет. Лучше заранее все делать, с учетом того, что будут жалобы. Возможно, мы допустили с вами нарушение документации, что необходим еще срок для исправления этих нарушений. А вдруг там надо будет все это, допустим, часто нарушения бывают в сфере строительства, не размещает сметную документацию в полном объеме. А если ее нет, ее же надо еще дозаказывать, это опять время. То есть к этому надо очень серьезно относиться и заранее, по нас проектам особенно, готовиться заранее проводить все закупки. Поэтому у нас в конце года получается, что построить школу за 2 недели, построить садик за 500 миллионов там, в течение 4 дней и так далее, и так далее. Естественно, понимаю, что это нереальные сроки. И отсюда рождается нарушение, которое в том числе озвучивается на уровне правительства России. Все, да. Вопросов нет у вас? Если вот, мы же кварталы проводим, у нас на сайте размещен график проведения публичных обсуждений. Вы можете заранее направлять вопросы, если они у вас будут. Вот. Можно обезличенно, если не хотите показывать, там, да, кто направил запрос. И мы на них постараемся подготовиться и ответить на следующее публичное обсуждение. Да, я слушаю, да.